В едином патриотическом порыве в Ингушетии отметили День народного единства. Наш корреспондент побывал на праздничном шествии. Новый для региона, но стремительно развивающийся вид спорта – аэроклуб для парашютистов открыли в Насыркорте. Подвиги его военной карьеры изучает и по сей день. 154 года исполнилось со дня рождения генерал-майора Эльберта Нальгима. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил главу и всех жителей Ингушетии с Днем народного единства, новых достижений, всего самого доброго пожелал также и премьер Дмитрий Медведев в своем поздравлении. Тысячи людей отметили День народного единства в Назране. Там прошло праздничное шествие и митинг-концерт, в которых участвовали учителя, врачи, студенты и просто жители Ингушетии. Работники министерств и ведомств, а также общественных организаций, профсоюза сплотились в едином патриотическом порыве. Репортаж Индиры Манкиевой. Вот он, настоящий праздник единства народов. Новое поколение двух национальностей, дети соседних республик Северной Осетии и Ингушетии впереди всей колонны несут флаг, триколор общей родины России. Эта акция как подтверждение того, что народы нашей страны настроены только на мир и созидание. Картина, олицетворяющая название праздника «День народного единства». На часах ровно 12 вся страна синхронно тронулась одним маршем. Впереди шагают юноармейцы, которые несут ингурские и российские флаги, как символ единства и сплоченности страны и региона. В первом ряду колонны председатель правительства республики, руководитель администрации, главы, а также выдающиеся политические деятели. Каждый из них уверен, что единство народностей и есть основа всех побед нашей великой державы. Праздник действительно очень важный, очень значимый, особенно для нас, потому что наш народ всегда и во все времена, и в советские, и постсоветские времена сопричастник истории нашей великой страны. Я желаю всем мира, добра, благополучия, процветания, всем народам земли. В День народного единства люди вышли продемонстрировать свое единство, сплоченность. Именно единство, сплоченность и любовь к своей родине помогли нашему народу пройти суровые годы депортации. И сегодня, когда страна переживает сложную внешнеполитическую ситуацию, единственная сплоченность нации, стремление к межнациональному миру является главной основой развития народа в России. Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем народного единства. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мужчины и женщины, дети и старики, представители разных национальностей, проживающих в республике, все они сегодня идут бок о бок, как единое целое. Люди не делятся на нации и религии. Поздравляю всех, хорошая погода, собрались, хорошее настроение. С Днем народного единства. Это всенародный праздник, для всех народов России, нас объединяет есть единство. Одна страна, одна Россия. Праздником мира, счастья, согласия, дружбы между народами. Мира и процветания, единства, дружбы. Здоровья, счастья, успеха в личной жизни. Да здравствует единая Россия. Прежде всего единство. И как медики, здоровье, здоровье. Межнациональный мир – основа суверенитета страны. Россия многонациональна. Более 160 народностей, говорящих на своих родных языках. Наша республика вошла в состав страны еще более 200 лет назад. И за все это время народ ни разу не нарушил клятву верности. Все национальности проживают в мире и созидании. И пока царит этот мир, держава непобедима. Праздник связан с окончанием смутного времени в стране. Этот момент стал как раз тем самым, когда весь народ объединился и решил будущее своей родины. Вот и сегодня вся Россия вместе шагает по центральным улицам своих городов и снова доказывает, что сила в единстве. Патриотизм, любовь к своей родине, самопожертвование ради светлого будущего своего края. Именно эти ценности на протяжении долгих лет объединяют народы России. Каждый человек, который в любой национальности, когда они сплочены, они будут едины и солидарны. По-моему, так. С праздником! Нашу республику также можно назвать малой родиной для многих национальностей, которые здесь проживают. На сегодняшний день их 14. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки. Что еще раз доказывает гостеприимность ингушей. Что может быть лучше единения народов?
в нашей стране проживает более 160 представителей народов и наций. И сегодня очень значимый праздник. Этот праздник впервые отмечался в Российской Федерации в 2005 году. Мы знаем, что 100 лет назад была революция, которая разобщала наше общество. А сегодняшний праздник – это праздник, который нас объединяет. Ну а тот факт, что представители других народов уже многие годы живут здесь, и Ингушетия успела стать для них родным домом, говорит о том самом единстве. Праздник светлый, праздник, который дает надежду на будущее, дает надежду на то, что государство наше будет крепнуть, прирастать и так далее. Поэтому вот такое настроение сегодня не только у казачества, у каждого. Я вот сегодня прошел по различным по группам людей, встречался. Все с улыбками, все с поздравлениями. У людей хорошее, доброе настроение. Как отметил президент страны Владимир Путин в своем поздравлении, дух единства и созидания сквозными линиями проходит через всю российскую историю. Страну не раз проверяли на прочность, но именно сплоченность и единство побеждали всегда. Идира Манкива, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Народно-патриотические песни звучали на площади перед Назрановским ДК. В официальной части митинг-концерта прозвучали пожелания жителям Ингушетии от главы региона. После чего на сцене зазвучала музыка. Вокалисты и солисты ансамбля слились в едином ритме праздника. Слово Тамерлану Хамхоеву. Любой из 365 дней в году ингушами может праздноваться как День народного единства. Именно это качество всегда было присуще нашему региону. Другое дело, что официально такой день отмечается лишь раз в году. Поэтому сегодня в Назране собралась почти вся республика. К гостям праздника обращается глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров отметил все те достижения, что сделаны в развитии региона и укреплении межнациональных отношений. Когда есть многонациональность, когда есть многоконфессии, когда есть люди разных взглядов, только в единстве сила. Как всегда, в такое время на первый план выходит лучшее качество любого человека, любого народа. Его искренний патриотизм, уважение к традициям прошлого, спокойствие, твердость духа, понимание сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Любой народ, где бы он ни проживал, должен чтить, уважать обычаи, традиции тех народов, которые проживают рядом, и, конечно, тех людей, которые проживают в составе того или иного народа. С приветственным словом в адрес жителей Ингушетии выступил и Василий Светличный. Зампредседателя Народного собрания отметил значимость этого мероприятия и его пользу как для народов Ингушетии, так и для всей многонациональной России. Что на свете лучше всего характеризует человека? Его дом, его крепость. В этом доме, если есть порядок, если есть лад, если есть уважение и любовь, этот дом простоит века. И дело в том, что и люди, и соседи, и кто угодно воспринимает этот род, этот дом с великим почтением. Вот такая сегодня ситуация и в нашей стране. От настоящего к будущему. Молодежь Ингушетии – это фундамент, на котором держится развитие республики в социальном направлении. Новое поколение перенимает опыт взаимоподдержки от старшего поколения. Начнем с того, что молодежь является таким основным звеном общества, таким человеческим ресурсом, который наиболее поддерживает общенациональные связи не только в пределах России, но и за пределами России. То есть такого рода мероприятия, не только мероприятия, а вообще сам праздник, имеет, я считаю, в первую очередь значение для молодежи. Потому что именно для нас важно ощущать целостность, единство, связь с историей нашего государства. С наилучшими пожеланиями от братского народа Дагестана приехал Даниал Алиев. Артист считает, что символично День народного единства встречать каждый год в разных регионах большой страны. Я себя чувствую комфортно, очень гостеприимный народ. Я уже второй раз выступаю в этом городе. И хочу поздравить всех горожан
с таким замечательным праздником. Все народы, проживающие на территории Ингушетии, всегда славились своей дружбой и готовностью выручить друг друга в любой ситуации. День единства показывает всю прелесть многонациональности нашего региона. Я как старый житель города Малгобека, это моя республика. И сегодня в такой вот день единства я нахожусь здесь. Значит, мы едины. А пока мы едины, мы сильны. С Россией быть и процветать. Я желаю жителям республики здоровья, счастья и благополучия. Свои хиты исполнили для собравшихся звезды ингушской и кавказской эстрад. Разумеется, песни на патриотическую тематику. Наш дух не сломим, наш народ непобедим. Вместе Россия, вместе мы сила. Празднование Дня единства продолжится до самого вечера, а вновь собраться жители Ингушетии могут и сами в любой день в году. Главное, чтобы было единство. Тамерлан Хамхоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. На площади перед городским ДК была представлена выставка «Дегустация блюд кухни народов, проживающих в Ингушетии». На фестивале «Чапельк» все желающие смогли угоститься национальными лепешками. Не упустила такую возможность и Светлана Томова. На площадке возле Дома культуры Назрани собрались настоящие гурманы и любители ингушских национальных блюд, фавориты фестиваля «Национальный чапельгыш». В ассортименте лепешки с творогом, картошкой и даже с тыквой. Но сегодня здесь готовят не только их. В меню и самый настоящий узбекский плов. Хасан Ачилов в Ингушетии живет уже 14 лет. За это время у него сложились теплые дружеские отношения с местными жителями. В День народного единства он традиционно готовит большой котел плова, чтобы каждый желающий смог угоститься блюдом и прикоснуться к культуре его родного края. Сегодня День народного единства. Это очень хороший праздник. Это с давным-давно. Я хочу, чтобы этот праздник постоянно продолжался. Чтобы мир был. Везде мир был. Люди, чтобы спокойно жили. Я рад в этом празднике участвую. Я свои угощения вот пришел, узбекский плов готовил. Вот, видите. Всем я желаю здоровья, семью, на работу, чтобы удачи. Все нормально было. Очень вкусно, очень. Спасибо. Мария Цакиева сегодня представляет Малгобекский район. Женщина с утра замесила тесто и уже успела напечь 50 лепешек. Но очередь у ее стола меньше не становится. Такому количеству людей женщина только рада. Угощать готова всех. А вот рецептом вкусных чапельгыш Мария все же поделилась. На литр простокваши надо добавить 25 граммов соды и 50 граммов соли я добавляю. И творог должен быть домашним. В приготовлении, на первый взгляд, простых лепешек есть много тонкостей, поэтому мало просто знать рецептуру. Чапельгыш пытается сделать одного размера и формы, круглой. Чем тоньше у женщины получается начинка с лепешкой, тем выше ценится ее кулинарное мастерство. Стол дружбы, именно так его назвали представители разных национальностей, проживающих в республике. Каждая диаспора представила блюдо своей кухни. Это праздник, он для всех жителей нашей республики одинаково дорог, потому что он нас всех объединяет в этот день. Мы-то едины, но он нас объединяет еще больше. У нас есть лишний повод встретиться за столом дружбы и отметить этот праздник вместе с теми людьми, которые проживают в нашей республике, которых мы любим, ценим, уважаем, и о которых заботится и наше правительство. Отведать национальные блюда и пообщаться с представителями различных диаспор приехал и председатель правительства Руслан Гагиев. Очень вкусно, конечно. Домашний очаг, уют и погода, и все у нас, и замечательные люди, и дети и наши, и молодая гвардия в красивой форме вообще. Люди сами довольны, сами желанием своим вышли на это замечательное государственное праздник народного единства. Поэтому, конечно, поздравляю нас всех, желаю мира всем народам земли, благополучия и процветания. Сегодня даже погода благоволит празднику. Не по-осеннему теплое солнце словно ориентир, за которым следуют тысячи людей. Фестиваль лепешек прошел как по маслу. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.
Парашютный спорт в республике самый молодой и при этом быстро развивающийся вид спорта. Им интересуются многие молодые люди, поэтому в Насыркорте начал работу новый аэроклуб имени Сомбека Асканова. На церемонии открытия присутствовал глава региона, состоялись также показательные прыжки. И тут мой коллега Зелимхан Калоев не удержался и тоже прыгнул с парашютом, но пока только с вышки. С высоты птичьего полета открывается вид на молодую республику. Картина завораживающая и ощущения просто непередаваемые. Опытные парашютисты витают в воздухе словно горные орлы. За их плечами долгие годы усердных тренировок. Страх высоты ребята уже давно перебороли. Азит Сароев готовится к очередному прыжку. В который раз покоряет высоту молодой человек не помнит, сбился со счета. Несмотря на солидный опыт, легкое волнение спортсмена не оставляет, ведь прыжок – это всегда риск и адреналин. Я сейчас укладываю парашют, вот последний штрих остался у меня, вот, это называется медуза. Самое главное, вот, открывает парашют. Вот это. Под одним небом. Сегодня, в День народного единства, тут присутствуют парашютисты из разных уголков России. Все они, друзья которых связала любовь к высоте. Сегодня ингушские парашютисты получили долгожданный подарок. Вот он, самолет, о котором так мечтали парашютисты. Юнусбек Евкуров, обращаясь к собравшимся, поздравил всех спортсменов с Днем народного единства и установил краткие сроки для обучения новых парашютистов. Глава региона добавил, что ждет от них скорых результатов в спорте. Сегодня хочу выразить огромную благодарность руководству ДСАФ Российской Федерации за то, что пошли нам навстречу, поверили. И после смены руководства ДСАФ Республики у нас начались вот эти позитивные направления. Есть свой самолет, есть уже свой аэроклуб, и руководство ДСАФ Республики, конечно, надо максимально сделать все, чтобы то доверие, которое оказывает руководством ДСАФ России, оно было оправдано в разы. И в дальнейшем через аэроклуб, через ДСАФ, не только аэроклуб, а вообще ДСАФ, проходили бы подготовку, допризывную подготовку огромное количество наших парней и девушек. Независимо, будут они служить в армии или не будут служить в армии. Хорошая есть база, хорошая перспектива, над этим надо очень серьезно работать. Наши предки, они были всегда известны своей воинственностью, подвигами, патриотизмом, чувством гордости за свое отечество. Не только там Ингушетия, я имею в виду, Кавказа, в целом страны. Поэтому на деле надо это все показывать. Если более опытные прыгают с высоты 1300 метров, то новички в этом деле предпочитают вышку. Скажи, пожалуйста, ты первый раз прыгаешь? Да. Да, и как? Отлично. А было чувство страха? Да нет, вообще нет. Страх валях, или? А хочешь еще раз повторить или? Ну да, это для меня мало. Я с самолета прыгнул. Да? Хочу попробовать. Да вообще азарт вот для себя вот лучше, чем вот ходить, курить, пить, вот это все. Лучше спорт заниматься. Наблюдая за всем происходящим, у каждого возникает непреодолимое желание испытать этот адреналин на себе. Это, конечно, страшно и рискованно, но это того стоит. Находясь на такой высоте, любой человек может испытывать какое-то ощущение страха, но это все преодолимо. И главное сейчас это приземлиться. Теперь-то понятно, что манит этих людей вверх. Это свобода в открытом небе. Ведь в детстве каждый мечтал научиться летать и с замиранием сердца следил за птицами. В целом нормально все. А так, без трудностей, без происшествий. Полет прошел, как планировали. Как было установлено. Все лесенкой, по очереди, по порядку. Это еще больше и еще славнее тому, что мы продолжаем подвиги наших отцов и дедов. Вот так. В такой прекрасный день. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Для Саниет Гасановой эти строчки ничего не значат, ведь покоряет небо она уже не первый год. Для меня, как для жительницы многонациональной республики, самой многонациональной республики, для меня этот день очень значим. И да, мы очень масштабно отмечаем это мероприятие. Просто в этом году я оказалась не у себя. Я здесь и отмечаем этот праздник здесь, получается. Парашютный спорт, он вот считают его как хобби и так далее. Ну, для многих это просто вот небо как смысл жизни.
Посадочная площадка аэродрома разместится для начала в Насыр-Корте, а уже со временем будет подготовлена более оснащенная территория для совершения прыжков самолета. При условии, что специалисты аэроклуба будут работать в школах, колледжах, техникумах, среди других промышленных предприятий, и руководители названных учреждений каким-то образом смогут финансировать частично то желание граждан Республики Ингушетия совершить в своей жизни парашютный прыжок. Все рождаются летчиками, оказывается. За месяц тренировок на базе нового аэроклуба каждый новичок-парашютист сможет попробовать себя в этом виде спорта. А набраться опыта и получить свою долю адреналина сможет любой желающий. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. В Пятигорске прошел фестиваль национальных литератур народов России. Он приурочен ко Дню народного единства. В фестивале принимали участие представители всех субъектов СКФО, в том числе и Ингушетии. Театр юного зрителя представил спектакль по пьесе Саида Чахкиева «Ничего не бойся, Зураб». Сюжетная линия постановки – путешествие Зураба, отправившегося на поиски брата-близнеца. Горсть родной земли, подаренная матерью, вот что помогает Зурабу на трудном и опасном пути. В спектакле показана вся красота ингушских обычаев и традиций. Помимо прочего, на фестивале представили различные выставки, ярмарки и литературные площадки, художественные работы и праздник национальных кухонь. Возвращение героя в аэропорту Магаз встретили особенного пассажира Рашида Тумгоева. Это тот самый мальчик, который стал известен на всю страну своим подвигом. В Совете Федерации его наградили государственной медалью за мужество и спасение. Во время селевого потока Выкажева несколько месяцев назад Рашид спас 8 детей. Юноша вытащил их из дома через окно и перенес на безопасное место. Напомним, что награду смелому Рашиду, которая мечтает стать спасателем, вручила Валентина Матвиенко. На церемонии отметили еще 18 юных героев со всей страны. Награждение прошло в рамках всероссийского проекта «Дети-герои», ну а в аэропорту юноши встречали как национального героя. Кроме мамы и тети, там присутствовали учителя и одноклассники Рашида. Возвращается наш герой, которым гордится не только наша школа, но и вся республика. Для всех наших школьников является примером. Я думаю, что это хороший пример для подрастающего нашего поколения, для наших детей. Это очень радует. И не только для них, но и для нас тоже. В этот день, 154 года назад, в селении Сурхахи родился Эльберт Нальгиев, генерал-майор Российской императорской армии. Он был участником многих масштабных битв, но никогда не гнался за наградами. Подвиги его военной карьеры изучаются по сей день. Информация о биографии хранится в музее. История героев в материале Лейлы Гайсановой. В истории Ингушетии немало героев, прославивших нашу республику своим мужеством, самоотверженностью и любовью к Отечеству. Одним из таких ярких представителей нашего региона был Эльберт Нальгиев, генерал-майор Российской императорской армии. Он родился в селении Сурхахи 4 ноября 1863 года. Пытливость его, желание учиться привели его в Владикавказское реальное училище, откуда он, закончив, поступил в Ставропольское казачье училище, которое закончил в 1885 году. Начиная с рядового, уже в 1910 году он дослужился до звания полковника. Эльберт Нальгиев является участником многих крупных битв. В русско-японскую войну он состоял в Кавказской конной бригаде и командовал 6-й ингушской сотней. Но где бы он ни был, Эльберт Нальгиев никогда не забывал о справедливости. Близкие генерал-майора рассказывают о случае, когда в русско-японскую войну один ингуш обманом приписал себе пленного японца, когда на самом деле его поймал казак. Построение платья здесь, награды штилыш. Улықчақ дәні чықаны шигіз наградцы қачанде цуғалға чуы. Ғасқы чуа қачая, цуғы қачая, цу қайқау yoğuz чақуал чықан, ва Эльберден. Ожда хажада ашанде оя азлияца японец бір жыл вәвар ерен. Ғалғай белбам циглатыш бұға, тақ цуы еғылатыш, хакму ян дёқ, фуйоқ цу фыт цуйор, іштыш бұғ бәп цуян. Ай, дали ян тақ наград, дали занаходчись лецуныз ян, лугяца ян двуху. Суньюа жятсызян, казака я нятсызян, таняш, исы лучи гучи, а хочу завалырых. Здоровье от того, я сказал, демиш дезрозян.
А уже во время Первой мировой войны Эльберт Нальгиев в должности командира отдельного кавалерийского казачьего отряда воевал на Кавказском фронте против турецких войск. Именно во время участия в Первой мировой в 1915 году высочайшим приказом по военному министерству Эльберт Нальгиев был возведен в чин генерал-майора. А еще он кавалер Георгиевского оружия и многих российских и иностранных орденов. Эльберт Нальгиев кавалер 3 орденов Святой Анны, там разные степеня. Кавалер ордена Святого Станислава, Святого Владимира. Также он имеет и медали других государств. Это Персидский орден Льва и Солнца, Бухарский орден. Также он имеет большую бронзовую медаль за успешную проведенную перепись населения. Но благородный воин не гнался за славой и почетом. Награды не были для него смыслом жизни. Важнее всего для Эльберта Нальгиева было сохранение в себе человека с высокими моральными принципами. Указом Временного правительства удостоился высшей награды орден Святого Георгия 4 степени, на что Эльберт Нальгиев дал отказ и сказал, что он не может принять награду из рук того правительства, которое низвергло государя, и что он присягал только Отечеству и больше никому присягать не будет. Умер Эльберт Нальгиев в 1918 году. На тот момент ему было 55 лет. Память о легендарном ингушском генерале хранится не только в семье Нальгиевых. Музеи республики трепетно берегут все крупицы информации о нем. А имя генерал-майора увековечено на гранитной плите на мемориале памяти и славы. Лейла Гайсанова, Мария Мистоева. Новости 24. Она уже началась, и ночь искусств опустилась на землю и открыла двери в мир прекрасного. Музеи и театры, выставочные залы и парки ждут гостей. Сегодня во всех регионах страны проходит акция «Ночь искусств». Мероприятие уже успело заработать статус традиционного в этом году девиза акции «Искусство объединяет». В этот день почти все музеи, театры, выставочные залы, библиотеки страны будут работать бесплатно и до полуночи. «Ночь искусств» — это сотни выставленных экспонатов и десятки посетителей, которые пытливо разглядывают каждую вещь на многочисленных стендах и витринах. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.